Приветствую вас всех. И сегодня в гостях девушка, которая, в широком представлении, я так полагаю, не нуждается, потому что и имя, и это прекрасное лицо всегда у всех на слуху. Но все-таки для тех, кто все же каким-то образом ее до сих пор не знает, это Паша Кофе, она же Паша Бояркина. Прекрасная, яркая личность, да, мать многодетная, четверых детей. Пока что четверых. Пока что четверых. Нет, пусть 4. Все, хватит. Какой у тебя стиль? Ой, у меня стиль многодетной мамочки. Да, я честно... Нет, стиль не стиль жизни, а стиль одежды. Я стараюсь, как говорится, чтобы слишком не превратиться, как в советский мультик, осторожно, обезьянки, да? Немножко там, допустим, я сейчас работаю в рестобаре «Крыша», я сама менеджером уже 2-й год, да? И мне приходится, я сама себя заставляю ходить туда, допустим, смотреть на молодых девочек, как они во что они, одеваются в Якутске. То есть тренируешь насмотренность, да? Насмотренность, и как бы не хочется отставать, как говорится, хотя бы волосы там мыть 2 раза в неделю. Если я опоздала из-за того, что я волосы там сушила, не успела, правда, ресницы одеть. Такое бывает, да, чтобы не отстать, чтобы не говорили, ой, мама, ты вообще... Чтобы детям не было стыдно. Да, хотя бы, если не ради себя, то ради детей надо выглядеть на все 100. У тебя дети же уже взрослые, да? У них такой период возрастной, что подростковый. Да, подростковый, но дело в том, что они дети. И мне всегда говорят, я там по прямой трансляции делаю стримы, да, и там дети бегают, ничего не убирают, бардак такой, и все говорят, зачем ты так, позволяешь вот это. И я с детства была все-таки, у меня у самой детство было такое непонятное, в хаосе, в детдоме, интернат. Мы в 14 лет поступили, у нас не было никакого детства. Считай, мы уже были студентами, да, даже тебя возьми, да. Смотри, я перебью. С какого возраста ты в детдоме? Ты прям с рождения? Ой, я это не хочу, я в 10 лет рассказывала, да? Мария. Пусть, если кому интересно, там много интервьюшек по всем сайтам и так далее. Кому не лень, то пусть посмотрит. Да, кому интересно. А я бы сейчас хотела сказать, именно сейчас, в это время, мне не хочется детям своим, ладно, сыну 16, да, ладно, дочке 10, мне не хочется их там забот, иди посуду помой, иди иди принуждать, заставлять. Они же дети. Я сама все стараюсь сделать. Если я дома, естественно, я должна все это сделать. Обед приготовить, посуду помыть. Стараюсь все сама делать. И я получаю немножко кайф. И, кстати, лайфхак для мамочек, да, многодетных. Когда ты моешь посуду, ты успокаиваешь, ты как будто грехи свои отмываешь. Так образно говорю. Ты как бы отдыхаешь от детей. Я как бы из-за этого, когда начинаю готовить, все, не подходите ко мне, я же делаю уборку. Одна чашечка – это один мой грех, вторая чашечка – второй грех. Образно говорю. На самом деле это очень успокаивает. Я не знаю, почему люди покупают посудомойку, да, допустим, говорят, что это, не знаю, я вообще кайф получаю от того, что я сама мою посуду. Ты вообще трудолюбивый по натуре человек. Мне кажется, ты от труда, от работы получаешь кайф, нет? Нет, я бы не сказала, что прямо трудолюбивый. Да, бывают такие дни, когда я просто после работы прихожу уставшая, беру доставку, заказываю, посуду не мойте. Когда я высплюсь, я все сделаю и просто засыпаю. Когда чувствую, что сил нету. Я могу. Просто у меня дома тоже бывает бардак. Я тоже, человек, да? Это естественно. А уборку ты любишь? Полы помыть? Весь этот ворох игрушек после детей, которые... Или дети сами убирают? У меня почему-то я заметила, да, я захожу как киборг, мама какая-то, и дома бардак, и заходишь, и так, тынк-тынк-тынк-тынк, все убираешь, так, сперва это все, мысленно сперва, да? Что убрать? Сперва игрушки, потом одежду, потом пыль, потом... То есть терминатор, у которого такая уже заложена программа, да? Да. И я фиксирую все, что где лежит, и начинаю потиху убираться. То есть это у тебя вообще происходит на уровне рефлексов, да? На уровне рефлексов, какого терминатор. Кстати, у меня отчество Арнольдовна. Я теперь не удивляюсь. Такое необычное отчество, кстати говоря. Арнольд. Да. А своих детей ты обычными именами назвала? Да, обычные. Как обычные. Диана, Саша, Миша, Дима. Мне кажется, да, такие стандартненькие. Не то, что я там. Эрик. Выебнулась, блин. Нормально.
Да, нет, потом мне такие говорят, а какое у него отчество, ну, у его детей отчество будет? Эриковна или Эрикович? Я говорю, а мне фиолетово, да. Я дала ему красивое имя, а там они уже пусть сами справляются и дают имена еще красивее, чтобы они сочетались с отчеством. Смотри, вот тогда Паша такая молоденькая, да, вся такая ветреная. И Паша сейчас. Сколько лет прошло уже? Больше 10? Да, лет кстати, 15, да, наверное, 15. да? С 20 лет, допустим, у нас бум такой был, да? И сейчас мне 35. Да, уже 15 лет прошло. Ага. Вот та Паша и та Паша, которая вот сейчас передо мной, перед нами, да, сидит, это два разных человека. Да. Абсолютно два разных человека. Этот человек не пойдет веселить там других людей. Да? Этот человек очень энергию свою тратит все, ну, как бы, сперва делаю план, допустим, если я выхожу из дома, то это должно быть, ну, веская причина, если вообще я детей оставляю, там, допустим, это интервью ваше. Да, это как бы, да. Это важно. Да, бывает, что рекламы зовут, да, сейчас, ну, ногти, там, массаж, там все. Я от этого всего отказываюсь, потому что для меня в приоритете сейчас дети. И я должна максимум быть с ними. В связи с последней ситуацией мы вообще не знаем, что завтра-сегодня будет, как говорится, как бы мы не суету не хотели наводить, но мы должны быть сейчас максимально быть ближе к родным. Ну, да, согласна. Вот что-то хотела спросить, у меня бывает так мысль залетела, я такая... Паша старая. Да, я бы не сказала, что ты старая. Сейчас, да, Паша? Ну, как бы она такая... Нет, какие именно изменения еще вот внутренние произошли за вот этот период? От чего-то ты отказалась, может быть, да? Или что-то новое в себе взрастила? От тусовок, от каких-то отношений. Я сейчас одна, как говорится, да, я сейчас не хочу. Для меня, допустим, отношения, там, любовь, эмоции, это очень дорогое удовольствие сейчас. Но это энергозатратно еще. Да, это надо выглядеть нормально, да, как говорится. Это надо голову мыть, в конце концов. Каждый день, черт возьми, да. Ноги брить, там еще, что там еще делать. Вот смотри, у тебя, такая тема, да, может быть, деликатная для тебя, может, ты не захочешь о ней разговаривать, да? 4 детей от разных мужчин, они общаются со своими отцами? Дело в том, что если нет желания, как бы, да, с той стороны, так скажем, да, то я не буду заставлять их. Если есть желание, пусть приходят, помогают там, или там, я не знаю, чем-то, да, не могу сказать, чем, но вы образно поняли, да. А так хотелось бы, кстати, да, чтобы они как-то, не знаю, какое-то свое, они знают то, что вот у нас есть папа, старшие общаются, все-таки у нас там 10 лет брак, как говорится, мы общаемся, на выходные ездят, а младшие вот в таком вот неведении. У нас есть отцы, но мы не знаем, где. Ну и самая вот тяжелая тема, конечно, для меня, я могу там заплакать, то, что там они не увидят, да, допустим, своих отцов, да, или там, немножко тоже такая творческая личность, Потом я себя успокаиваю, я постоянно говорю, что они работают. Очень далеко уехали и очень далеко работают. Но я же не могу сказать просто, они сдохли, допустим, да. Я бы раньше, да, если бы я была молодая, я бы сказала, вот они сдохли, допустим, да. Я максималистка такая, да, черт возьми, да. Сейчас немножко я другая, спокойная. Если не хотят, не хотят, как говорится, да. Это же мой выбор был, родить ребенка. С той стороны, допустим, младших детей, когда я забеременела, никто не хотел. Допустим, ни Мишин отец, ни Димин отец. Никто не хотел этого ребенка, этих детей. Это был мой, принципиально я сама родила. То есть твое решение, твой выбор? Да, из-за этого я в ответе одна, думаю. Ты как поддерживаешь вообще фигуру? Я смотрю, тут лежат сладости, просто вообще ни одну не взяла, не притронулась. Они, кстати, дело в том, что... низкокалорийные, между прочим, это зефирки. Нет, дело в том, что за 4 года, за 4 вот родов моих, да, года, чуть не сказала, и младшему сыну почти 4 года. Я... Кальций очень смывается, допустим, когда рожаешь, но это же дети, естественно, да, это все у тебя. Они часть тебя просто отнимают. Да, часть тебя, грубо говоря, отняли, да. И насчет фигуры, я вообще питой работаю, из-за этого вообще я никогда не голодаю, я всегда жру. У меня даже если нет времени, я там алло, на доставке работаю я сама, да, допустим. И, у
в крыше, допустим, есть доставка еще своя, где я работаю. И, естественно, я не успеваю, даже всю пандемию не проголодала, но у меня все равно кальций страшно вымылись, и я сейчас берегу свои зубы. Это самая такая у меня коварная тема. Я даже благодаря своему таланту, благодаря моих подписчиков, сейчас откровенно так расскажу, то, что устроилась на работу, СММ, я же СММщик сейчас, да? Ага, такой нормальный СММ, так скажем, да, тоже, во время пандемии, пока меня директора, допустим, мои вот так долбили, я научилась что-то делать такое хорошее. Я устроилась в стоматологический центр, и они мне за 50% лечат, допустим, все зубы во время дома я вылечила. Классно. Да, на самом деле, да, это для мужчин, как говорится, для вас, наверное, которые, допустим, одного ребенка рожали, это не проблема. Для матери, у которой кальций смывались, в Якутске живут, да, хотя это проблема всегда. Нет, знаешь, стоматолог это всегда проблема. Это, во-первых, очень дорого, да, и во-вторых, это очень хочется. Но возможности такой, как бы, да, тем нет. более сейчас цены такие, и я успела, я даже не знала, что скоро начнется все это, да я успела запрыгнуть в последний вагон, и потом, когда они за 50% мне все сделали, я сказала: ребята, давайте я вам помогу, допустим, раскрутиться. Я хороший менеджмент, СММ, да, и я им, допустим, страницу сделала, визуалы, и вот так вот, короче. А сколько ты уже СММ занимаешься практикой? СММ я как перестала петь, сразу начала, и в Hyundai работала. В Hyundai, когда открывали, мы там работали, да, и Анна вечер работала, это платье. Это я помню. Да. И магия меха. Шубы. Да, тоже помню. Потом мне в голову что-то пришло, мысль такая, что: Паша, ты же человек, допустим, музыкальный, творческий. Искусство, да, культуры. Ты не должна так с шубами таскаться по всему городу и фотографировать их, и что-то типа такого, да? Я хотела бы сказать, что у тебя неплохо получалось. У меня очень хорошо получалось, я очень хорошо получала даже зарплату, да? То есть игра стоит свеч, если нечем заняться, уходи в СММ и будешь получать. Да, но мне скучно. Понимаете, СММ это закулисье. Это как режиссер. Но на это не слишком много энергии уходит, и не слишком очень много времени, да? Очень много. Много? У меня сейчас было 5 ресторанов. Допустим, я из 5 ресторанов, 5 аккаунтов отдала 3, потому что я просто физически, морально не успеваю, распыляюсь. Мне хочется 2 вести хорошо, нормально, на уровне, чем вот это вот. Качественно. Да, качественно. Я отдала хорошим людям, допустим. И сейчас, получается, ты занимаешься СММ, да? У тебя 2 аккаунта, менеджер в баре «Крыша». А сольной карьеры ты сольная карьера, я сейчас сольная карьера, это мои стримы по прямой трансляции в Инстаграме. И то они же там заблочили, да, какие-то эти под санкции все попало. Даже Netflix. Ужас, для меня это вообще потеря. И маски в Инстаграме пропали, господи. Придется реально... Я ушла из Инстаграма. Это для меня был стресс, маски, Netflix, как говорится, да? О чем мы разговаривали? Вот у тебя 2 аккаунта Инстаграм, у тебя... сольная карьера. Сольная карьера. Пока вообще никак сольная карьера, потому что времени вообще в обрез. Есть приглашения на мероприятия, тебя зовут? Да, довольно-таки, если зовут, я иду с удовольствием, выступаю, как говорится, зарабатываю. Но не так, как 15 лет назад. Когда был дуэт кофе. Да, не так страшно топить, допустим, за это, да. Чисто для души, чтобы как-то успокоить свой творческий потенциал, да, творческие какие-то желания. Вот так вот. Я даже дома не могу закрыться, Маша. Я сейчас до сих пор, кстати, танцую, да, дома. Закрываюсь, я даже дома не могу закрыться от них, от этих детей просто и танцевать хотя бы час. Это мольба о помощи, помогите! Да, я беру кроватку, и вообще для меня просто не то, что на дискотеку куда-то со своей фонотекой, да, я даже дома не могу, прикинь, просто взять, закрыться в туалете, они всегда стучатся со мной в туалет, все бегут, все 3, да, малыша, и какой-то хаос у нас творится дома. И если я начинаю закрываться: мама, а ты что закрылась?
А у меня же наушники сейчас, вот AirPods, да, они вообще классные, когда танцуешь, там, одеваешь, танцуешь, там, кайфуешь. И они сразу начинают: мама то, мама писать, мама попить, мама покушать. Они специально так вот достают. То есть требуют внимания, да, вот прям максимально трогают, просто вот так вот, постоянный контакт с ними должен быть с детьми. Из-за этого не то, что вот сольная, да, карьера, эстрада, я даже не могу дома, находясь от них, немножко абстрагироваться и танцевать. Побыть для себя, на час, да? хотя бы для себя. Ага. Это, конечно, очень тяжело. Вообще, как ты справляешься с этим? Ну, Ты к этому привыкла? Да, если честно, привыкла. И у меня старшие дети, они очень хорошо, ну, в данное время они как бы дома помогают, все делают. Смотрят за младшими. Смотрят за младшими, да, и... Ну, я просто привыкла. И мне кажется, у меня столько энергии, то, что я могу справиться со всем этим грузом. Настолько много энергии, что я готова даже 5-го родить. Нет, не настолько. Уже нет? Нет, конечно, уже все хватит. Надо вот то, что родить это одно, а воспитать хорошего человека. И поднять. И чтобы общество что-то полезное, как говорится, да, было. Да, врач или что, да. Конкретно, ну, допустим, если ты живешь, допустим, ну, в России, допустим, да, у меня такое ощущение, что я должна быть полезной. Не только, допустим, там хайповой, там, да, допустим, я все равно, у меня такое вот внутри недавно появилось, то, что я еще должна быть полезна. Полезной для окружения, для общества. Для общества. Вообще, чтобы какая-то польза с этого человека была. И какую пользу ты хочешь нести? Или сейчас несешь? Сейчас, в данное время, мне кажется, я помогаю получать зарплату 2 ресторанам. Было 5 ресторанов, помогаю, потому что я раскручиваю, да, этот бренд, допустим, да. И это, мне кажется, тоже хорошо. И я бы давно ушла с работы. Я вообще не хочу работать. По жизни я такой человек, я вообще не хочу работать и так далее, да, но почему-то всю жизнь работаю, да? Да, и я понимаю то, что я прихожу на работу, гардероб, допустим, гардеробщица, допустим, уборщица. Я знаю то, что у меня такая вот ответственность, даже во время пандемии было, то, что вот, Паша, ты отвечаешь за всех людей. Маркетолог или там СММ-менеджер, он по факту отвечает, чтобы прибыль была, естественно, да, и все-таки, мне кажется, я горжусь, потому что я работаю в такой сфере, сейчас нелегкое наше время, сколько старалась я уходить от этой темы, но быть полезным в обществе надо. Иначе ты же не можешь просто как паразит, как говорится, да, жить там, развлекать, это все твое, все мое, развлекать, петь, там, как Бритни, да, допустим, хочу, конечно, но в свободное свое время, а работу... Которого у тебя нет, по факту. Да. Свое свободное время, если оно когда-нибудь у меня появится. Когда на пенсию выйду, да? Нет, но мне кажется... И вот с этой точки зрения у меня тоже к детям такой спрос, такой же с себя спрос, да, и я к детям тоже так отношусь. Вы, какую пользу вы хотите приносить в общество, в дальнейшем. Не буду их, как говорится, так прямо напрягать, но буду им потихо уже говорить, то, что либо врач, либо... то есть ты не придерживаешься вот такого метода, что всех распределила семеро по лавкам, ты будешь инженер, ты будешь врач. Они сами будут выбирать, но максимально надо, чтобы что-то приносило, понимаете, это пользу в обществе, все равно по-любому. Если, например, человек не может... человеку, твоему ребенку, да, в таком вот возрасте, да, сколько, 10-12 лет, там, Диана, она не захочет иметь какую-то серьезную профессию, да, мама, я хочу там стать, и назовет профессию, которую ты посчитаешь несерьезной. Не, но она хочет стать дизайнером, у меня дочка. Ты считаешь это полезно? Я вот слушаю детей, и я смотрю, в чем они играют, да, как они как они себя проявляют, как они в игре, даже в игре. Но у меня сын я просто хочу, чтобы Roblox заблокировали в связи с санкциями, да, и все игры моего сына. Нет, знаешь, я такая подхожу, когда он играет, ему 17 лет, я такая: сына, а что не заблокировали, да, твои игры? Просто у меня, Netflix заблокировали все там, да, ага. И он такой: нет. А ты что, будешь рада? Я говорю: я молюсь, что все твои игры заблокировали. В первую очередь надо заблокировать эти игры, как бы им больно не было, да?
Но смотри, он же может стать киберспортсменом, а ты знаешь, сколько они получают? Да. Хорошие киберспортсмены. Они получают даже больше, чем обычные спортсмены, по-моему, футболисты. Ну или на том же уровне. Да, у нас были такие тоже, он говорил, я же киберспортсмен, там, да. Я никогда не говорила ему, допустим, нет, ты что, какой там компьютер? Опустись на землю, Да, ты я что, никогда дурак, что ли? Никогда я так не говорила. Ну да, ты не обесцениваешь. Да, естественно, я все равно думаю, и когда вот Россия постоянно побеждала, вот последние вот новости, наверное, слушали, да, 2 раза в Россия побеждала в каких-то таких играх, очень миллионные, Да. там выигрывали и так далее. И я такая, ну что, сына, мама ждет? Мамка ждет твои деньги, да, выиграй. Когда ты выиграешь, ты уже 3-й год играешь всю ночь, да, такая. Я, наоборот, его подкалываю, то, что мама устала жить на пособие от зарплаты до зарплаты, давай, короче, играй. А у них там, кстати, сейчас все нормально, они хорошо играют, как бы это их Ну, не то есть он в коснуло. какой-то команде сейчас находится, Да, уже они сейчас, официально, как бы, они же еще с Америкой там все играют, там нету такого сейчас буллинга прямо, по-моему, но они да? нормально. Русофобии. это, да? Русофобии, да, так скажем, которая везде распространилась почему-то. А как, ну вот, как ты распределяешь даже не обязанности, да, а как это объяснить-то? Ну, наверное, материальную составляющую, да, когда вот ничего себе, все детям. Вот родители же так вот воспитывали некоторые, да, и есть вот именно такая вот такой вот метод Ну, у меня советского тоже. воспитания. Да. Ничего себе, все лучшее детям. Да-да-да, у меня до сих пор У так. тебя так? Мгм. Лишние деньги появились, я детям что-то покупаю. Очень спасает моя страница. Моя страница в Инстаграме, то есть все, что на мне вы видите, это все за счет рекламы, за счет Инстаграма. Ну, то есть за это счет как бартера. дополнительный доход. Да, тоже у дополнительный доход и все, сумки, часы, серьги, Apple, допустим, это такая реклама. И, да, и получается, как-то спасибо то, что хотя бы так, как говорится, вплоть до трусов Энканта, да. Ну, честно, я вплоть до лифчиков. Да. Все у меня даже, с моей страницы даже не надо мужчины, который дарит там и цветы, и конфетки, все со страницы, как говорится. Там рекламирую. А ты рекламируешь, ну, все предложения, которые тебе Нет. поступают? Нет? Есть какой-то принцип, вот вас я рекламировать не буду. Я просто даже не отвечаю таким. Я читаю, такая, если я понимаю то, что это немножко энергозатратное дело, это ногти, ресницы, лежать надо там 3 часа, 5 часов, да, и вот такие... Банально не хватает времени, да? Да, по времени я А смотрю. если бы хватило Я даже времени? стилистов не беру, допустим, которые хотят красить. Допустим, я могла сейчас любого стилиста, допустим, кто мне писал, позвать, чтобы они меня накрасили на эту же передачу, да. Но я ценю свое время. Это надо пойти к ним. Это надо, чтобы они меня красили 3-5 часов, прическу приводили в порядок. А я лучше дома с детьми накрашиваю сама. Ага, какая есть. Как-нибудь там, подкрась. подумаешь. Да, и, естественно, это все, чтобы это время я смотрю, что выделяю, точнее, да, чтобы максимально быть детям рядом, допустим. Если они в садике, я могу себе позволить там на ногти, на зубы пойти, да. А если они дома сейчас, допустим, да, приболели, там, аллергия или что-нибудь такое, я максимально сижу дома. Даже удаленно работаю. Кстати, работа СММ, она такая хорошая, удаленно делаешь макеты, дизайны, там, и сидишь, выкладываешь в Инстаграм. Ну, вроде бы ты работаешь, но ты дома. Ну да. А как ты отдыхаешь? У тебя Вообще работа? Как ты проводишь свободное время? Какое? Ну тогда, когда ты не работаешь. Я работаю всегда. Помнишь, да, такой Нет, прикол? у меня работа такая хорошая, там можно как покалянить, в ресторане посидеть и там концертик посмотреть. Ну, как бы очень хорошая у меня работа, так скажем. Нет, ну так, чтобы вот посидеть дома, расслабиться там или... Дома расслабиться не получится, дома это работа, да. Выделить для себя один денек хотя бы, чтобы... Выспаться я могу Да. в воскресенье. Пожалуйста. То есть один день Да, выходной я у тебя могу все-таки. встать, допустим, да, свои публикации выложить, допустим, до часа уделить просто. И еще кушать приготовить и сказать всем заткнуться, я спать. И закрываю дверь, и все, они там сами остаются. То есть у тебя все в жизни системно, по плану, нет? Ну, то
То есть, когда ты просыпаешься, ты знаешь. Тайм-менеджмент это называется. Вообще не могу ее как-то освоить, да. Я знаю, сейчас у всех тревога на душе и так далее, да, но реально, вот как ты, Мария, сказала, то, что надо расслабиться как-то, да, максимально и успокоиться, и как бы заниматься теми делами, какими мы занимались. До этого. Да, согласна. И когда по факту проблема придет, решать проблему по факту. А не бывает у тебя чувство, что вот вообще время у тебя есть на такое чувство, что тут одиноко, хочется вот крепкого плеча, типа мужского. любовь. Да, даже не любовь, а именно вот забота, проявление заботы со стороны к тебе. Что не только ты свою заботу даришь детям, да, всем, и всем вокруг, там, и работодателям заботишься там, о том, чтобы они хорошо там развивались, выплачивали зарплату, а именно чтобы о тебе кто-то позаботился. Или у тебя на это времени нет и даже желания нет там подумать, пострадать? Вообще времени даже на пострадать нету, к сожалению. Ага. Не то, что там... Вообще никогда не задумывалась. Я вообще не люблю себя жалеть. Там, ой, бедная, с 4 детьми. Я не знаю, мне кажется, просто это, дано мне. Слабины никогда у тебя не бывает? Конечно, я могу устроить там, максимум истерику, там поплакаться. Хотя я не знаю, я вообще не такой человек. Я зайду там куда-нибудь, мемчики начну смотреть, и все ха-ха-ха, и все забуду, да? Нет, это очень классно, конечно. Как-то не знаю, почему-то. Не знаю, кофе так задействовал или что. Вообще ни одного дня такого не вспомню, чтобы я сидела и плакала там у разбитого корыта, там одна с 4 детьми, да, как мне говорят. Но некоторые еще умудряются писать по пабликам то, что у меня 15 детей. Это уже троллинг, мне кажется. Хейтят часто? Да, хейта. Я не знаю, но они ко мне привыкли. Говорят, ой, Паша опять что-то там сказанула или так еще. Они уже ко мне привыкли. То есть это женщина-провокация, да? Я бы не сказала, я просто по факту все говорю, что я думаю, о чем другие молчат, и все. А насчет 18+, вот это вот вообще случайно, мне стыдно. Да, вот. Мне стыдно за это. Что ты же не проходила никакие курсы сексологии? Нет, конечно, откуда? Чему ты учила людей? Расскажи. Нет, я не могу сейчас. Я же говорю, Маша, мне стыдно просто. Я хочу попросить прощения, у кого травма там после этого, да? Да слушай, на самом деле это не так уж и страшно. Да, я просто на этой странице, на этой группе на следующий день заработала 20 тысяч. Это по 300 рублей вход, это сколько, 20 тысяч, да? Сидя дома, как говорится, без работы. Нет, а туда входили, в твою группу именно женщины, которые нуждались в поддержке, в совете, да, и которым нужна была помощь. Женщины, которые встречали в этой группе своих любовниц, встречали в своей группе своих преподавателей, все были женщины, естественно, и меня просто умоляли удалять этих любовниц, которые есть, но я говорю, все равны в моей группе, я не могу там любовницу удалить или жену, да, и они все друг другом как-то там они даже знакомых там, допустим, да, мы такие вот, как сказать, когда уже информация прошла, то, что Бояркина там открыла группу, и наши скриншоты пошли, да, по всем этим. А какие темы в этом обсуждали? Паблики, и то, и видео. Да не знаю, вообще не хочу сказать. Просто именно на тему секса открыто, да, общались? Да, просто открыто это говорили. По поводу женского оргазма, да? Да, допустим, я его реально, никогда не чувствовала, думала, это так должно было быть. Я вообще не думала, что женщина должна там... Это что-то сказочное, да, типа единорогов, да? Да, в 30 лет, когда я узнала, я просто решила поделиться, и это так пошло, так вот прямо по всему кругу. Мне кажется, это... можно эту тему поднимать. Каждый раз Просто у нас слишком маленький город, да, и всем хочется растащить по каким-то провокационным цитатам, да, и именно по скриншотам. Смотрите, вот они. Из-за этого мы перестали с девчонками переписываться там. Они просто ждут мои видео, допустим, да. То есть туда зашли в группу засланные казачки, просто зеваки, да, диванные эксперты и критики? Нет, там довольно-таки живая, хорошая, веселая страница была. А кто сливал? Мы не знаем, там же более 100 человек было. 100 девушек. Мы не знаем, кто сливал. То есть и все девушки... Мы закрыли после того страшного позора, как мое видео. Кстати, один только урок просочился, а там было, так скажем, более 15, да, слава богу, хорошо, что только одно видео. Да? Я не знаю, мне кажется, честно скажу, честно признаюсь, мне кажется, после этого урока, это как раз в четверг вылилось. Всю пятницу и субботу все это делалось.
То есть все советы использовались на практике. на практике. Это же здорово. То есть после твоих уроков, возможно, несколько этих женщин стали счастливыми и впервые в жизни, может быть, они даже испытали оргазм. Да, просто, оказывается, вообще такая штука, его как... надо все равно как-то работать над собой, чтобы его получить. Это, знаешь, как в жизни успех. Да. Или чего-то там добиться. Допустим, если ты ничего не делаешь, ты нифига не можешь ничего добиться. Я так поняла. А тут надо прямо работать. Найти как правильно. Девочки, работаем. Типа что-то типа такого. Короче, я такая, нифига, надо попотеть, оказывается, чтобы ее получить-то. Такая, да? А вот времени... Я думала, типа, я такая королева, допустим, я такая королева, спасибо, что я легла. Бревно такая лежит, и говорит, спасибо, скажите, допустим, а то я думала так надо всю жизнь лежать, как говорится. Так бы и ничего не получила я в этой жизни, если бы я лежала. И ничего под бы не лежачий камень, вода не течет. Такая вот тема, конечно, я не люблю особо ее, Да ладно, ничего в этом страшного нет. Мне абсолютно, даже и не стыдно. Мария, вы современная девушка, городская, но некоторые, которые в деревне сидят, они просто... они такие консервативные. Ой, она сказала слово секс. Ой, выключайте. И нету секса, типа, да? Да, то есть мы живем теми советскими установками, что секса нет, и секс это только для мужчины. То есть потребность мужчин. Женщины сексом не занимаются. Оргазм они никогда не должны получить. Что за бред, а? Сейчас уже давно равноправие, да. И я как нормальная женщина, такого, не бальзаковского, достаточно молодого возраста, я хочу все прелести этой жизни испытывать. А почему нет? Все боятся об этом говорить. Да, всем стыдно. И мне кажется, там все 100 девушек были такие, которые реально ничего не получали, допустим, от этого, и они просто прям писали, и мы там прямо говорили, вот так надо, вот так. И я такая, я же сама вообще неопытная в этом плане, я такая, что? Я такие вещи там слышала, просто нереально вообще. То есть не только ты делилась, а еще девчонки мы все делились, и я была своими фишками, своими секретами. И получается... жаль, меня в этой группе не было. А мы такие, что? Какие шарики? Когда? Когда и куда? Сколько раз? Я знаю, что такое шарик. И я такая в шоке сама и говорю, подождите, вроде бы я тут открыла группу, а вот тут девочки, нифига себе. Это классно же, понимаешь, вот такой хайп, такая провокация. Вот сейчас ее вспоминать даже весело, интересно. Слава Богу, я забыла. Не должен, сейчас вспомнят. Так, собираем новую группу, девочки. Это же весело. Весело было, пока не было. Паша, вообще считаешь себя счастливой женщиной? Конечно, я очень часто замечаю то, что я прям счастлива. Несмотря на мои долги, несмотря на то, что времени нет, несмотря на то, что я не высыпаюсь, я просто смотрю, как дети постоянно каждую минуту приходят, и мама, и мы тебя любим, мама тебя... И вот целуют прямо такие вот, то, что это просто источник, да? Да, и я в это время жизни. Понимаю, то, что когда они все сидят 4 кушают, там это такой, как будто у меня свой детсад, я не знаю, да? И я понимаю то, что я очень счастлива, и у меня вот по-настоящему таких маленьких каких-то моментов я понимаю то, что я реально счастливый человек, счастливая женщина. А вот именно какие-то по пунктам составляющие твоего счастья? Дети. Да. Это вот самое большое счастье, 70, Да. 65-70, я даже не знаю как, процент. Скорее всего 50, давайте 50. Я не буду лукавить, 50% это дети. Это уже половина добрая. Да, 50% я никогда не забываю про себя. То есть, я должна обязательно волосы хотя бы помыть, реализоваться, допустим, в обществе, как мне хочется говорить, допустим, рассказывать. Я говорю вообще постоянно, все мои подписчики, допустим, где-то мы встречаемся, говорят, Паша, пожалуйста, держи тот, допустим, вот тот контент, который у тебя есть, естественный.
без всяких там нарисовок и так далее. Я могу просто без краски выйти, там посуду мыть, стримить, да, и так далее. То есть для тебя вообще никакой сложности нет в том, чтобы показаться, вот в чем мать тебя родила, ну, не в смысле, что тебе природа дала. Да, я работаю над собой, чтобы максимум показать себя, какая есть на самом деле. Допустим, свою сущность. Это классно, Паша, да, на самом деле, да. Показывать, какая, ну, допустим, по факту. Потому что в Инстаграме, да, это вот такая вот социальная сеть, где все вот показывают себя только с одной стороны. Я такой хороший, чудесный, красивый, все у меня замечательно. А вот когда встречаешь таких вот настоящих, искренних людей, вот с ними есть, Мария, одно но. Когда ты идешь рекламировать какую-то рекламу, допустим, когда ты идешь, допустим, на передачу, ты должна показывать себя как люди хотят тебя видеть. Допустим, я же не приду без краски. Здравствуйте, я пришла рекламировать там эту одежду. Смотрите, покупайте. Подождите, можно я посплю? Да? Короче, поняли, да? Берете, покупаете. Вообще самые классные цены. Я не могу себе такое позволить. Я сразу это мои рекламодатели. Я становлюсь посерьезнее на 100%, чем я веду свой аккаунт как слегка, да, как говорится, какой есть мне быть, когда я рекламирую, к сожалению, мне надо вот быть построже к себе, что ли, или как? Ну, ты должна быть в образе. Да, в том образе, который требует от тебя рекламодатель, наверное. Женщины, мы же артисты, артисты все. Актрисы, мы должны играть ту роль, допустим, да, которая дана. Дома ты, да, домохозяйка, а в обществе ты вот такая, а, допустим, в отношениях ты другая, да, допустим, как каждая... В постели, допустим, ты такая, да, естественно. Львица. На кухне ты, допустим, кухарка, да, а дома ты, допустим, очень много ролей вообще у женщин. Да, у женщин очень много ролей, и мы должны распределять все это поровну. Ты вот считаешь себя человеком шоу-бизнеса или вот популярной дивой? Знаменитостью, в пределах вот Якутии. Я считаю себя многодетной мамой. Знаменитой многодетной мамой, да, такая. Но шоу, какое шоу, блин? Ну, именно вот, конечно, вот в рамках Якутска. Нет, к сожалению, я не считаю, потому что я в этом направлении уже давно не работала. Если бы я работала, я бы могла точно сказать, что я прямо там дива, не дива, как я себя позиционировала раньше, да. Сейчас я больше такая домашняя, работящая, девушка, многомама, так скажем, да. Ну, ты вот модным словосочетанием тебя назвать светская львица, наверное, да? Вроде бы как бы и поешь, и вроде известный СММ-специалист, и блогер. Ну, то есть этого не отнять. Блогер с многотысячной аудиторией. И ты удаляла еще свою страницу из Инстаграма, да? Я продавала ее. Продала? Ага, за 100 тысяч продала я. Офигеть! Ну, смотрите, вообще мозг работает у человека. Я жалею, что своих подписчиков продала, кстати. А сколько там было? 30 тысяч было год назад. Ага. Я не собрала обратно 30. Ну, вот этот вот хайповое, вот это все ушло туда с той страницы. И сейчас по новой я, допустим, за год я собрала где-то 10 тысяч подписчиков, по-моему. Ну, мне кажется, это уже достойно. Потому что некоторые вот по 5 лет сидят и что-то там снимают, и 999. И даже до косаря просто не дотягивает. У тебя вот ты пользуешься такими инструментами, да, какими-то, чтобы вообще набирать? Ничего, это просто на изи я собрала, ничего я не делала, не работала над ней, как на работе работаю, да, допустим. В одном ресторане я пост выложила в паблике, допустим, на той неделе, да, и 2000 человек добавилось. Вот, допустим, себе сделать такой грамотный пиар, а мне нет времени. Элементарно. И всю свои силы, все свои таланты я сейчас использую, все свои ресурсы, чтобы продвигать именно тот бизнес, на которых я работаю. То есть твоя страница сейчас новая, она развилась на старых дрожжах, так скажем, да? Не на старых, наоборот, как есть. Ну вот просто люди тебя знают, и людям интересно, и они Кому-то было скучно от того, что у меня страница исчезла резко. Все поняли, я предупреждала, что страницу продам, придете ко мне новую. Все пришли, те, кто меня, допустим, любят, ценят и хейтят. Как одна семья, да? Больше хейтеров, которые... Я как бы к ним вообще спокойно отношусь, я даже их люблю, потому что они же мне поднимают рейтинг. Стимулирует, да, развиваться и больше хайпа поднимать. А как ты относишься вот
ну как, даже не назвать их коллегами, да, ну коллегами по блогерству, вот Анжелики. Ой, Анжелика, а почему именно я? Ну вот они Ко же... всем спокойно отношусь, вообще спокойно. Каждый зарабатывает по-своему, каждый на своем. У каждого есть свой зритель, и каждый заслуживает то, что он как бы заслуживает. Ну, работает. Как вам сказать-то? Кто усердно работает, у тех больше подписчиков. А кто вот на изи, как я, допустим, у них мало. Ну, то есть от работы зависит и результат, Вот, да, конечно. Мария, как вы сказали, в вашем инстаграме мало. Потому что у вас основная работа, допустим, другие дела, там, допустим, заботы. Из-за этого слишком много времени Инстаграму тоже тратить. Да, Инстаграм просто, он немножко крадет жизнь. Да, крадет не немножко, а множко. Да, очень даже немножко поэтому. У меня, в моем случае, он прям просто выкрал 2 года зрение. И есть минусы в профессии СММ. Паш, спасибо тебе огромненькое, дайте обниму. О, моя хорошая, самая сильная женщина вообще в этом пространстве. Спасибо. Всем спасибо. Будем приглашать, будем звать. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. Это будет в Ютубе? Да, это Ютуб. Я помолюсь, чтобы не отключили. У нас была самая яркая, самая провокационная, но очень интересная леди Паша Бояркина. Спасибо, Маша. Всем пока. With you, why you go?